Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. И с вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. По якутским поверьям, 31 января у быка холода притупились рога. А это значит, что на улице стало теплее и не за горами весна, с чем я от души вас всех и поздравляю. А у нас, между тем, тоже отличная новость. Первый юбилей телеканала «Якутия-24». Телеканалу «Якутия-24» 5 лет. 5 лет – это 27 тысяч передач. Это 43 тысячи часов в прямом эфире. Нас смотрят в Якутске, Алдане, Ленске, Москве, Казани, Буэнос-Айресе и даже в Камбодже. Мы освещали крупнейшие события республики, страны и мира. Дети Азии, Олимпийские игры, торжественные марши на Красной площади, ВЭФ, игры Манчары, неделю моды и битву помидоров в Испании. Мы даже стали мемом. Но самое главное – это почти 15 миллионов наших зрителей за все время. Спасибо, что выбираете и смотрите нас. Ну а пока холода потихоньку начали отступать, пользователи соцсетей делятся видео на тему зимы. На сей раз мы хотим показать вам видео Алекса Скалина, фотографа из Сочи, который приехал в Якутию и поделился своими впечатлениями. А зима будет большая, вот взгляни-ка за рекой. Тем временем в очередном северном поселке встретили первое после длинной полярной ночи солнце. На сей раз радостной вестью поделились жители села Саскала Ханабарского улуса. Они тоже станцевали обрядовые танцы Хейро и Хеджи и произнесли «Менду аявриду лачат». Исполнительница песен под псевдонимом Какитока спела песню певца Джонни Комета на якутском языке. Девушка давно прославилась талантливым исполнением, и на сей раз тоже получилось на отлично. Көтәбін сұлыс күрдік түргенік Тоқта болар мен болуғым әйеген Мен болам әйеген, мен болам әйеген Әйегіне соқ бары татын Көтәбін сұлыс күрдік түргенік Тоқта болар мен болуғым әйеген Мен болам әйеген, мен болам әйеген Тығыламытын сабар Үрім қары әркетен Кыл күрді күлу яр Оғы күрді кені үтір. В Сонтарской гимназии прошел улусный конкурс Modern Teacher of Foreign Languages, в котором приняли участие 6 учителей английского языка. Конкурс состоял из 2 этапов. Педагоги провели открытые уроки, каждый отличался оригинальными методическими находками. Больше всего обрадовались ученики школы, которые с радостью встретили гостей и с удовольствием продемонстрировали свои знания и умения. Ну а победителем конкурса стал учитель Сонтарского политехнического лицея-интерната Артем Семенов, с чем мы его от души поздравляем. Очередная отличная новость прилетела на сей раз из далекой Индии. Фильм «Керени Кырбют» награжден специальным призом жюри кинофестиваля стран ШОС, который прошел с 27 по 31 января в городе Мумбаи. В конкурсной программе приняли участие 14 фильмов. Режиссер фильма Любовь Борисова лично представила кинокартину на фестивале.
И напоследок мы хотим вам показать тех, кого вы не видите в эфире, но на ком держится работа телеканала. Продюсеры, операторы, режиссеры, водители – все они – неотъемлемая часть нашего дружного коллектива. Про героев за кадром и о внутренней кухне Якутии-24 расскажет Светлана Амосова. Это закулисье телеканала «Якутия-24». Каждый день над эфиром работает огромная команда. Она готовит к выпуску все материалы. А за этими дверями находятся все телевизионно-журналистские комплекты. Так сказать, один из самых важных кабинетов телеканала. Съемочный день у операторов обычно начинается именно отсюда. Наши коллеги в силу своей профессии всегда за кадром, но иногда мы слышим их голоса. Диспансер был проведен... Сузанова, да? Да. Так, Маня. Ценные указания до съемок корреспондентам дают именно они. Помимо красивых кадров, подсказать, поправить и даже настроить корреспондента – это все их работа. Наш день начинается с прихода на работу. Мы берем свои камеры, у каждого своя камера. Собираем комплект, микрофон, свет на камерную, петличку, батарейки, штатив. А это Newsroom, эпицентр новостного телеканала. По неделям тут хозяйничают 3 продюсера – Яна Захарова, Любовь Васильева и Власий Сергеев. Они собирают все инфоповоды, могут отыскать самого сложного спикера. На этой неделе я планирующий продюсер. Со следующей недели приступаю к своей работе. Поэтому планирую, какие темы можем рассказать, осветить, прямые включения сделать интересные. А также есть координатор, шеф операторов и водителей. Заряжает съемочную группу на выезд. Ребята, выезжаем на съемку. Не забываем карту. Координатор работает в тандеме с продюсером новостей. Чип и Дейл этой недели Яна Захарова и Лариса Иванова. Я работаю с 2018 года, с июня месяца. Уже в этом году исполняется 5 лет как раз. Работа, конечно, важная, ответственная. Мне очень самой нравится работать в коллективе, потому что корреспонденты, операторы и водители молодые совсем. Интересно с ними работать. Режиссер Светлана Черемкина монтирует уже 22-й год. Помнит каждый свой материал. Смонтировала сотни авторских программ и тысячи сюжетов новостей. Но я застала линейный монтаж. Это, то есть, большие кассеты, бетакам были, магнитофоны. Это очень сложная была и трудоемкая работа. Там вот с такими экипами кассет ходили. И, в общем, на одну передачу 14-минутную у нас уходило где-то порядка 2-3 монтажа. Монтаж – это где-то часа 1,5-2. Тогда гоняли кассеты, чтобы смонтировать материал. А сейчас кадры просто вырезают, вставляют и перекрывают. В конце мы можем поставить начало. То есть для этого не надо уже крутить все вот эти видеокассеты, как раньше мы работали. За кадром также остаются звукорежиссеры и студийные операторы. Не узнают на улицах и водители телеканала. Их работа телезрителям не видна, но каждый из них – неотъемлемая часть съемочной бригады. Леонид Баранов знает, как проехать любую пробку. За баранкой дядя Леня, у нас так его зовут, 8 лет, 5 из них в Якутии-24. Какие у вас вообще должностные обязанности? У вас возить. Днем и ночью, как скажет, да. С Якутии дядя Леня уж точно объехал весь Якутск и всегда готов сорваться на съемки, и даже ночью. Пунктуальным надо быть. Сказали 8, значит 8. А я, да, не люблю вот это опаздывать, вот такое. Я лучше пораньше всегда приеду. Ну что, ребята, едем? Едем. Поехали. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Семен Семенов, Якутск. Ну а теперь о том, как начиналась работа телеканала, расскажет моя коллега Галина Чкурова. 4 будет рассказывать зрителям самые свежие новости и события в стране и республике. Это случилось 1 февраля 2018 года. В Якутии появилась возможность на любом телевизоре на 21-й кнопке смотреть первый информационный круглосуточный телеканал «Якутия-24». В 2018 году руководство телекомпании поставило задачу создания полноценного телеканала.
Руководство компании поставило вопрос о том, чтобы необходимо разделить языки. В нашей республике два государственных языка – якутский и русский. Поскольку НВК Саха вещает в основном на якутском языке, была поставлена задача создать такой же канал, только вещающий на русском языке. В самом начале мы начинали только как информационный канал, а со временем назрела необходимость создать не просто информационный, но и дополнить ее еще и развлекательным контентом. Вещать начали здесь. Ранее тут находилась столовая компании, но в кратчайшие сроки помещение было полностью переоборудовано, запустили технику и выпустили первые эфиры новостей телеканала. Именно за этими окнами творится история Якутии-24. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Правда, в то время программ было мало, но это была альтернатива федеральному телевидению. В новостях жителям Якутии предоставлялось больше проверенной и достоверной информации касаемо республики. Было создано большое количество развлекательного контента. Были тревоги, были споры, даже слезы были. Честно скажу, было страшно, потому что ответственность зашкаливала. И, знаете, нам хотелось, чтобы было все идеально. Я думаю, что у нас это получилось. Главный рецензент в этом случае, конечно же, наш телезритель, ему судить. И сегодня мы российский региональный телеканал, с гордостью это повторяю, который не уступает многим телеканалам центральных городов нашей страны. Конечно, в первую очередь гордость вызвал флагманский продукт любого телеканала «Новости». В этой редакции работали и продолжают работать люди с совершенно другим восприятием жизни. Они как скипидаром смазаны, и им совершенно не сидится на месте. Корреспондент, она очень разнообразная, интересная. Не зря мы выбрали эту профессию, так как каждый день мы узнаем разные новости, начиная от сельского хозяйства, заканчивая до правительственных совещаний. День у нас начинается обязательно со съемки. Иногда бывает, что съемка в 8 часов или в 9, а у некоторых бывает и прямо с самого утра, с 6 часов утра, и заканчивается день у нас поздно вечером. Иногда съемки стоят даже в 10, в 11 вечера, ну когда как. Также с первых дней вещания телеканал активно зашел в интернет с аналогичным сайтом. Ведь в 21 веке невозможно существовать исключительно на телеэкранах. Мы решили выйти в онлайн. Теперь наши проекты и сюжеты можно посмотреть практически во всех социальных сетях, а также с помощью мобильного приложения. Наши сюжеты и программы начали набирать миллионы просмотров. К 2023 году только в Ютубе нас посмотрели более 10 миллионов человек. Чем мы занимаемся сегодня? В первую очередь, конечно же, это продвижение продуктов телекомпании и телеканала «Якутия-24» в том числе, и создание своих собственных медиапродуктов, и, так скажем, привлечением новой аудитории и для портала телеканала «Якутия-24», и для самого телеканала. Безусловно, наблюдая за все эти 5 лет то, как меняется канал, и то, как меняются люди, которые работают, и более того, как меняются люди, которые его смотрят, невозможно не отметить и качественные изменения, и в том числе по просмотрам в интернете, это тоже можно легко отследить, что зрители нас смотрят за эти 5 лет и смотреть стали еще больше. Наш телеканал вещает во всех крупных городах республики. Также мы есть в цифровом вещании и в смарт-приложениях. Сейчас на телеканале работает более 100 человек. Работают филиалы в 20 районах и городах республики, и даже во Владивостоке и Москве. Мы производим программы, и мы не собираемся останавливаться. Галина Чекурова, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Кстати, не пропустите вечерний эфир новостей. Наши ребята подготовили для вас много интересного. И, конечно же, не обойдется без сюрпризов. Включите телевизоры ровно в 20:00. Ну а на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте присылать свои интересные новости на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.